На объекте шумно, каждый занят своим делом. Скоро поступит бетон, поэтому времени на отдых нет. Строителям нужно подготовить опалубку. Возводят здание второй месяц. Впереди еще большой фронт работ, делится Ислам Хашкеев. За короткий срок его бригада успела залить более 4000 кубов бетона. А это половина всех монолитных работ на этом объекте. Школа будет рассчитана на 720 мест. Сейчас здесь только бетонные стены, и то не везде. Преодоление нулевого цикла было трудным. Строителям пришлось вырыть котлован в 9 метров, потом залить его двуслойной подушкой, 8 метров гравия и 70 сантиметров бетона. Все это обработали битумной гидроизоляцией. Говоря простыми словами, основание здания выдержит и землетрясение, и непогоду. Сейчас на объекте трудится более полусотни человек. Пока идут даже с опережением графика. На следующем этапе строительства количество рабочих планируют увеличить вдвое. После выполнения всей монолитной конструкции и поочередно вслед за снятием опалубки первого этажа и второго этажа будут возводиться стены, наружный периметр, внутренние перегородки, газоблок, кирпич. После приступаем к внутренним работам. Именно спецработы идут, значит, первое – электротехническая часть, водоснабжение, канализация, разводка, вентиляция. И параллельно ведутся работы должны производиться по отделке помещений, кабинетов, коридоров, всех помещений данного здания. Благоустройство территории мы займемся после возведения монолитной конструкции. Она будет производиться совместно с внутренними работами. Объект строится в рамках национального проекта образования с соблюдением всех норм и правил с применением последних технологий. За работой подрядной организации следит строительный контроль республики. Были замечания, конечно, но несерьезные, мелкие замечания. И эти замечания мы сразу устраняли. Каждый день находимся здесь, проверяем, сверяем с проектом. И как таковых нарушений мы не допускаем. Около 60 учебных кабинетов, большой актовый зал, библиотека, просторная столовая и спортзал. 5 корпусов 4-этажного здания будут оборудованы всем необходимым для полноценного обучения школьников. Мы находимся на первом этаже школы. Слева от меня главный вход в школу, вестибюль. Туда дальше раздевалки. Слева, сзади меня, находится пищеблок и столовая. Над входом в холл, вход главного входа, находится актовый зал. Помимо дополнительных ученических мест, а это ликвидация 2- и 3-сменного обучения в регионе, этот объект обеспечит местных жителей еще и работой. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец декабря 2021 года. Тогда коридоры здания заполнятся учениками, а преподаватели, наконец, смогут вздохнуть с облегчением в новых кабинетах. А вот проект готового образовательного учреждения, планировка здания говорит сама за себя. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.